Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Детская шалость или взрослая халатность? Были направлены материалы в Следственный комитет по факту оказания услуг ненадлежащего качества. В Лаишевском районе футбольные ворота упали на 13-летнего мальчика. Подробности инцидента расскажет Рамиль Галиулян. Завершилось судебное следствие по делу Ильназа Галевиева. Суд переходит к прениям сторон. Хотелось бы, чтобы, конечно, побыстрее, но, к сожалению, идет как идет. Чего хотят потерпевшие, какова максимальная сумма гражданского иска, расскажет Алия Хайрудинова. Они лучшие мастера художественного слова на татарском языке. Как звучит великое татарское слово, услышала Вероника Гайнудинова. В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту падения футбольных ворот на ребенка. Все произошло в лагере «Волга» в Лаишевском районе. Здесь была организована смена для трудных подростков. 13-летний мальчик получил серьезные травмы головы и тела. Больше суток он находился в реанимации в ДРКБ. Сейчас его перевели в нейрохирургическое отделение. ЧП случилось во время тренировки. Почему ворота оказались не закреплены? Что это, детская шалость или взрослая халатность, выяснял Рамиль Галиулян. Вот та самая футбольная площадка, на которой накануне травмы получил 13-летний мальчик. Как видим, она пустая, здесь никто не играет, а на входе установлены вот такие объявления. Кроме того, стоит отметить, что с поля убраны и те самые переносные ворота. Это молодежный центр «Волга». Сюда ребята приехали на неделю на футбольный турнир. Организатор – благотворительный фонд «Детская мечта». Все мальчики, их около 100, состоят на учете в полиции или из неблагополучных семей. Вот те самые кадры. Как видно, с десяток ребят резвятся на футбольном поле. В этот момент двое повисли на переносных воротах. В результате конструкция не выдержала и перевернулась. Весь удар пришелся на одного подростка. Мальчика с различными травмами головы и тела экстренно доставили в ДРКБ. Сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Проведена компьютерная томография головы, осмотрен специалистами, в том числе хирург, травматолог, челюстно-лицевая хирургия, офтальмолог. Получены множественные переломы, находится в отделении реанимации. В скором времени будет переведен в отделение нейрохирургии. Начало тренировочных занятий на данном поле – это апрель месяц. На месте ЧП работали экстренные службы. Как выяснилось, детей на площадке не должно было быть. Поле не привели в порядок после зимы, несмотря на футбольную смену и раннюю весну. Как утверждает администрация лагеря, все игры проходили в крытом спорткомплексе. Дети оказались на поле с тренером без разрешения. Зам по хозяйственной части подошел и обратился к тренеру-преподавателю. И в момент, когда он делал замечания, произошел вот этот момент падения ворот. По сообщению Министерства молодежи, дети из Алькеевского района вместе со своим тренером вышли на поле во время тихого часа. Без разрешения администрации базы подростки самостоятельно вынесли из-за пределов футбольного поля мобильные переносные ворота. Это видно и по этим кадрам с камеры. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю Татарстанского управления Валерию Липскому доложить о проведенной работе. Расследование дела взяла на контроль и прокуратура. Был произведен осмотр совместно со следователем места происшествия. Было установлено, где конкретно это произошло, что за ворота упали. Были изъяты записи камеры видеонаблюдения, были опрошены должностные лица лагеря. Материалы были собраны и направлены в Следственный комитет. В Татарстане это не единственный случай, когда игра в футбол становится опасной для жизни. В 2018 году ворота рухнули на ребенка в Нижнекамске. Тогда мальчик получил сотрясение мозга. Чем история закончится сейчас, неизвестно. Устанавливается круг виновных. В зависимости от тяжести вреда здоровью ответственным за инцидент грозит наказание от штрафа до лишения свободы. Рамиль Галиулян, Данил Филатов, ТНВ, Лаишевский район. В Нижнекамске 8-летний ребенок выпал из окна 4-го этажа. Как сообщает следователь, он находился без присмотра взрослых. Ребенка с различными травмами госпитализировали в детскую больницу Нижнекамска. Он сейчас в реанимации. Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Как нам стало известно, произошедшее увидела соседка. По ее словам, мальчика звал на улицу друг, который стоял у подъезда. Тот оделся в уличную одежду и решил выйти к товарищу через окно. Сейчас выясняются все детали происшедшего. Скажите, пожалуйста, про мальчика. Да ничего, нормальный мальчишка, первоклассник.
Учится она, вон тренировки водила всегда, по-моему, на бокс или куда-то. Вчера еще с соседским мальчишкой целый день бегали на улице, играют они все время. Непонятно почему и как. Видела, вот отсюда убежала, она, видимо, сказали, что упал у тебя сын. Вот и все, больше ничего. Я на балкон выходила, там милицейская машина стояла, а кто с чего, даже не знаю. Известно, что многодетная семья с 3 детьми приехала в этот дом больше года назад. Мама работает дворником, отец в воспитании сына не участвует. Соседи семьи рассказывают, что мальчик активный и общительный. Сегодня родители детей, погибших во время трагедии в 175-й гимназии Казани, предъявили гражданские иски Ильназу Галевееву. Они требуют в общей сложности выплатить 61 миллион рублей. Так, в Верховном суде республики сегодня завершилось судебное следствие по этому делу. Сторона обвинения огласила допросы последних 2 свидетелей. Истцы высказались о компенсации морального вреда. Минимальная сумма – 5 миллионов рублей. Алия Харудинова продолжит. Несмотря на то, что процесс начался на полчаса позже назначенного времени, пожалуй, это было самое короткое заседание. За 2 часа огласили последние показания свидетелей. Так, сегодня выяснилось, что в конце марта 2021 года подсудимый Ильназ Галевеев получил посылку из Великобритании. Ее вес больше килограмма. Отправила ее одна из мировых компаний, специализирующаяся на компьютерной электронике. Участникам процесса уже известно, подсудимый увлекался компьютерными играми, зарабатывал на них деньги. Об этом следствию рассказал товарищ Галевеева Искандер Яковлев. Его показания зачитали на заседании. Он также сообщил, в мае Ильназ рассказал ему о покупке ружья. На вопрос «зачем?» ответил, что хочет пострелять в тире. Также сегодня суд рассмотрел гражданские иски потерпевших. Сумму морального вреда озвучили 5 человек. Каждый потерял сына или дочь 2 года назад. Так, минимальная сумма компенсации 5 миллионов, максимальная 15. Общая сумма, предъявленная сегодня за компенсацию морального вреда, 61 миллион рублей. Я так понимаю, ему абсолютно все равно. Да. Кто будет оплачивать, пока вопрос. Естественно, родителям не передадут, а дальше, не знаю. Хотелось бы, чтобы, конечно, побыстрее, но, к сожалению, идет как идет. С этим человеком все понятно, если можно назвать человеком. Мне больше интересует уже следующая стадия, дела по директору и тем оставшимся лицам, которые еще не привлекались к делу дальше. Со всеми суммами подсудимый соглашался. Других дополнений ни у стороны обвинения, ни у защиты не было. Завершив судебное следствие, суд перешел к прениям сторон. Первое заседание состоится завтра. Алия Харудинова, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. В 8 регионах Центрального и Приволжского федеральных округов России паводок продолжает усиливаться. В зоне риска и Татарстан. Весенний подъем воды продолжается на реках Меша, Иж и Вятка. В день от 44 до 157 сантиметров. Остаются затопленными 2 низководных моста в Буинском и Нурлатском районах. Из-за активного таяния снега большая вода пришла в десятки дворов в поселках Салмачи и Игумново Казани. Какие районы еще пострадали от большой воды и какой прогноз на паводок дают, в репортаже Ивана Сарафанова. Дорога у нас единственная одна. Елена Вакилова говорит, сейчас еще можно пройти в высоких резиновых сапогах. Но паводок в поселке Салмачи только начался, и вода продолжает прибывать. По этой дороге у нас ходят школьники. Сейчас вот этот паводок пришел с гостеприимного проезда по домам соседей. Все подвалы у нас затоплены. У меня в этом доме осталось до пола 30 сантиметров, но это 2-й день паводка, когда пришла вода. Насосы вот качают и днем, и ночью. Под домом вода буквально 10 сантиметров и уже дойдет до 1-го этажа. Таких насосов на участке Замира Белодинова 3, но они лишь помогают сдерживать подъем воды. В этом поселке дом купил 4 года назад. Говорит, в огороде вместо клубники рис можно выращивать. В 2022 году был капитальный ремонт улицы Центральной, которая выше находится. Вот. Но по каким-то причинам ливневки не предусмотрели. Соседа в том году МЧС эвакуировала, так как у него вода зашла прям в дом, на 1-й этаж. Каждый год весной вся талая вода по этой канаве стекает сюда, на проезд гостеприимный, затапливает дорогу и близлежащие участки. Как говорят местные жители, еще вчера вода здесь была почти до колена. В поселке талыми водами топит около 20 участков. Регулярно, не говоря о таянии снега, также при дожде. Обычный дождь, обычные осадки. И у нас все тут затоплено грязными вот этими водами. Например, могу так сказать, у меня дети в момент затопления 3-4 дня в школу не ходят.
В администрации Приволжского и Ахитовского районов нам сообщили, в этом году они начали готовить проект водоотводных каналов для проезда гостеприимный, который уведет большую воду от дороги и участков. Здесь дома находятся в самой низкой точке поселка, поэтому вода с центральных улиц стекает сюда по естественному уклону. В поселке практически ежедневно работает техника по откачке воды. В основном работает на гостеприимном проезде и на улице 2-я Центральная. Большая вода пришла и на несколько участков в поселке Игумново. У Раисы Даутовой, 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны, затопило дом. Здесь она жила с дочерью-инвалидом. Сотрудники МЧС их тут же эвакуировали к родственникам. Тут вот так было, меня на лодке вывозили и маму. Сейчас в доме ветерана остались только последствия паводка. В шоке была от того, что увидела. В селе Каинлы Нижнекамского района затопило кладбище. Местные жители говорят, такое видят впервые за много лет. Машины проезжаешь, думаешь, застрянешь, не застрянешь. В Тукаевском районе талая вода затопила село Ильбухтино. Некоторым жителям пришлось покинуть дома и перебраться в набережные Челны. На машинами проезжаем, а люди пешком утром на работу идут, они не могут пройти. Как сообщает МЧС, сейчас в зоне подтопления находится 26 приусадебных участков в Зеленодольском и Балтасинском районах. В Буинске и Нурлатах под водой остаются 2 низководных моста. На реках Мёша, Иш, Вятка, Казанка и Шошма половодье достигло своего пика. Специалисты говорят, что паводок продлится до 10 апреля. Иван Сарафанов, Игорь Романов, ТНВ, Татарстан. Река Вертилевка может исчезнуть с карты Казани. Это заметили спасатели во время подготовки к паводку. И об этом на совещании в мэрии сообщил главный спасатель Казани Фердинанд Тимурханов. Обращения от жителей начали поступать в районную администрацию и к экологам. Казанцы жалуются, в реке много мусора. Они согласны с чиновником и считают, река в 2024-м превратится в ручеек. Алена Струминская отправилась в Константиновку и вызвала туда экологов. В 70-х годах я купался в этой речке. Петр Гаранин – коренной житель поселка Константиновка. Живет здесь больше полувека и каждый год видит, как умирает река Вертилевка. Везде стали застраивать. Мусорки, вот здесь мусорка была, вон там мусорка внизу была, перед кладбищем. Здесь убрали, там убрали. Оттуда люди идут на остановку. Пакет, хочешь в речку. Мешок на себе несут в речку. По словам местных жителей, река начала мельчать 20 лет назад. Раньше здесь и купались, и даже ловили рыбу. Сейчас в Вертилевке много мусора, а воды хватит, может быть, только помыть руки. Народу уже мало было, поэтому все берегли. А сейчас народу много, никто ничего не считается ни с чем. Как рассказывают жители, река берет начало из источников в местном овраге. Вертилевка протекает через Константиновку и Самосырово, впадает в Волгу и формирует одну из крупнейших рек на земле. Судьбу Вертилевки обсуждали в столичной мэрии. Начальник управления гражданской защиты Фердинанд Тимурханов заявил, в следующем году река может высохнуть. По его словам, она завалена спиленными деревьями. Пока еще не решен вопрос населенного пункта Константиновка в районе Строитель-рынка. Река Вертилевка завалена спиленными деревьями. Руслан Михайлович, мы просим дать соответствующее поручение, иначе на следующий год мы реку Вертилевка исчезнет из карты города Казани. Наша съемочная группа выехала в поселок Константиновка и застала рабочих, которые спиливают деревья у реки. Законны ли их действия? Спиливают верхние кроны деревьев. По словам рабочих, вывозят их сразу. За последние 3-4 дня вывезли около 10 грузовых машин. Верхняя крона спиливается, чтобы не упала на дом там или на что-то. Их слова подтвердили в администрации Советского района. Здесь заявили, это плановое противопаводковое мероприятие. Причем все срубленные части деревьев и ветки вывозят своевременно. В реальности это не угроза исчезновения реки, а очень важная работа по предотвращению потопления участков жителей и по очистке самой реки. Заявление в мэрии вызвало недовольство местных жителей и экологов. Чтобы узнать, действительно ли Вертилевка может исчезнуть в следующем году, мы вызвали на место специалиста. При тщательной проверке прибрежной полосы реки Вертилевка никакого захламления не обнаружено. На данное время никакого риска для реки Вертилевки нет, и состояние его находится в удовлетворительном состоянии. Угрозы для высыхания этой реки нет. По словам экологов, деревья для реки никакой угрозы не представляют. В любом случае они сгниют в воде. Их спил не нарушает природоохранное законодательство. Экологи уверяют, Вертилевка не высохнет, по крайней мере, в 2024 году. Алена Струминская, Владимир Гурьянов, ТНВ, Казань. Деньги на мусорные контейнеры и дороги для садоводов нашлись в бюджете, а на ремонт внутренней инфраструктуры средств нет. Почему, разбирались журналисты интернет-газеты «Реальное время».
Гала-концертом в Казани завершился международный телевизионный конкурс художественного слова «Татар Сюзе». Он проходит в 3-й раз, но впервые в телевизионном формате и столь масштабно. Конкурс можно назвать одним из главных культурных событий года в Татарстане. Его организовал наш телеканал при поддержке комиссии при Раисе Республики по родным языкам. Более 3000 заявок со всей России, а также Беларуси, Казахстана и Турции. Главная цель конкурса – популяризация литературного татарского языка, выявление и поддержка талантов. Он объединил тысячи татар по всему миру. Кто стал победителем? Вероника Ганудинова с церемонией награждения. Слово – это хлеб, а он растет только там, где его сеют. Это слова из гимна международного конкурса художественного слова «Татар Сюзе». Его сочинили специально к главному народному событию года. Конкурс объединил тысячи татар по всему миру. Сегодня в зале победители – это те, кто хранит язык, говорит на нем и бережет его для будущих поколений. Звучат строки из стихотворений Роберта Минулина, Мусы Джалиля. На сцене лучшие мастера художественного слова на татарском языке. Участники и победители конкурса «Татар Сюзе». Его цель – развитие родного языка, сохранение литературного наследия, пробуждение интереса к татарской литературе. Конечно же, нужно знать свой язык, нужно учить произведения, конечно же, разговаривать, потому что кто, если не татары, будут разговаривать на татарском языке. Именно в молодом поколении у нас хранится наследство языка. Через этот конкурс мы показываем то, что у нас есть надежда в молодом поколении, которые могут нести наш язык, которые могут его развивать. «Татар Сюзе» проходит в 3-й раз, но в этом году он особенный, приобрел больший масштаб. Впервые в телевизионном формате. Участников больше 3000 из Татарстана, Башкортостана, Мариэл, Чувашии, Кировской, Тюменской, Свердловской, Самарской, Омской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, а еще Казахстан, Беларусь, Турция. «Татар Сюзе» – этот проект, он по сущности максимально раскрывает все преимущества нашего родного татарского языка. Все преимущества. Насколько он литературно богат, насколько он самостоятелен, насколько он красивый и насколько он душевный. Вот пока у нас таких масштабных проектов, которые именно отвечали на эту масштабную задачу, их у нас не так много, но поэтому проект, безусловно, должен иметь будущее. Конкурс организован комиссией по родным языкам и нашим телеканалам. Все, чтобы показать красоту татарского языка всему миру. Это очень важный конкурс. Вы знаете, мы не ожидали, когда его начинали, что он получит такое широкое распространение. Но к нам пришло 3200 заявок. Каждая была рассмотрена. Каждый претендент был очень внимательно обсужден членами жюри. Самый главный итог. У нас огромное количество людей, которые любят татарский язык, любят татарскую литературу, знают ее и при этом обладают огромными творческими способностями. Вот мы этих талантливых людей смогли увидеть, объединить. Среди участников – любители, профессионалы, авторы, исполнители произведений собственного сочинения. Начинаешь чувствовать себя такой частичкой красивой нации. Такой, знаете, очень глубокой, очень многовековой, которое это богатство накапливало много веков. И оно чувствуется. Интерес к конкурсу огромный. В Казань приехали целыми семьями. Каримова и Нурмухаметова из Тюлечей уверены, сохранение родного языка начинается с семьи. Своих детей они воспитывают в татарских традициях и говорят только на родном языке. Это очень вдохновляет, потому что когда мы сняли этот видеоролик, показали своим близким, друзьям, родным, они все загорелись и тоже захотели снять подобные видеоролики. А для этого что надо знать? Для этого знать на татарский язык, выучить красивое стихотворение и снять. 30 победителей разделили призовой фонд в 1 миллион рублей. Трансляцию гала-концерта можно будет увидеть 9 апреля в 3 часа дня на ТНВ, на Шаян ТВ 26 апреля, в день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.
Вероника Гайнудинова, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. Сегодня 155-я годовщина со дня рождения Максима Горького. Он родился в Нижнем Новгороде, но Казань стала для него духовной родиной. Об этом он сам не раз говорил. Он был самым издаваемым писателем советской эпохи. У него не было высшего образования. Поступить в Казанский университет он не смог. Произведения Максима Горького экранизированы десятки раз. Его имя носят улицы, поселки, музеи, театры по всей России. В Казани есть и улица, и музей Горького, и памятник. Его наследие знают и берегут. В юбилейный для писателя год сегодня прошли десятки мероприятий. О некоторых Сирина Сахапова. Крупнейшие фигуры не только в отечественной, но и в мировой культуре. Сегодня говорили о Максиме Горьком. На улице имени великого писателя, где и расположен бюст ему, собрались почитатели его творчества, общественность и интеллигенция. Все несут цветы. Великому классику исполнилось бы 155 лет. Это культурное достояние всех народов России. Потому что вот спустя уже большое количество лет мы собираемся здесь и продолжаем изучать творческое наследие великого, выдающегося писателя. Не статичная личность, он был в развитии. И, конечно, молодежь сейчас тянется и к его известным произведениям драматическим, таких как «На дне», и к его публицистике, и к его ранним романтическим произведениям «Данка». Я давно знаком с творчеством Максима Горького. Мы его читали еще с ранних классов. Его творчество очень интересное. Прям за душу берут некоторые произведения. В Казань Максим Горький приезжает 16 лет. Тогда еще его знают как Алексея Пешкова. Мечты и надежды юноши рушатся, когда его не принимают в Казанский университет. Но череда неудач и разочарований только закаляют его, формируют как личность и писателя. О Казани Горький позже скажет. Физически я родился в Нижнем Новгороде, но духовно в Казани. Казань – любимейший из моих университетов. Именно здесь родились сюжеты 20 литературных произведений Горького. В Казани он творил, влюблялся, проходил школу жизни. За казанским горьковским столом почитаем. Итак, я еду учиться в Казанский университет. Не менее этого. Мысль об университете внушил мне гимназист Евриинов. Жизнь в трущобах, работа, переезд Красновидова и странствие по Руси. Фильм по следам Горького знакомит зрителей с образом жизни писателя. Его премьера состоялась сегодня. И мне было интересно читать, какая Казань была в то время. И что у нас общего еще до сих пор осталось. Пройти по Марусовке, почувствовать эти следы. В Красновидово прекрасный музей с сохранившимися со всеми экспонатами и тоже ощущением того, что он там переживал, когда горели книги, когда он сам чуть не сгорел. И вот в этом огне, когда родился писатель, это было мне очень интересно. День рождения писателя увидела свет и новая книга. В ней раскрывается этап жизни Горького в старинном селе на Волге Красновидово. Сегодня вручили ежегодную премию имени Максима Горького. Ее обладателями стали казанские писатели Александр Аввакумов и Альфия Галимуллина. Я всегда сдерживал эмоции, поэтому и в этот раз я, может быть, так как бы выгляжу, да, обыденно и тому подобное. Но в душе, конечно, звучит песня. Для меня Горький – это большой человек, к мастерству которого надо стремиться. Сегодня открылась и выставка «Горький и Шаляпин. Точка отсчета. Казань». Как они подружились, что было общего, о чем говорили. Экспозиция представлена в культурном центре имени Пушкина. Первая автобиография, которая, кстати, так и называлась в начале автобиография, а впоследствии станет называться «Страницы из моей жизни», которую написал Федор Иванович Шаляпин, она создавалась вместе с Алексеем Максимовичем Горьким. Вот что их еще объединяло? Да много, их даже семьи объединяли. В этот юбилейный год еще будут десятки мероприятий, где каждый сможет познакомиться со всеми университетами Горького. Сирина Сахапова, Роман Фенин, ТНВ, Казань. В школах республики не хватает учителей физики, химии, математики, русского и английского языков. Об этом на слете «Учителям быть круто» сообщил Ильсур Хадиуллин. Глава Минобра отметил, желающих получить высшее целевое образование тоже мало. Конкурс всего 2 человека на место. Главная задача в год педагога и наставника – повышение статуса учителя. Один из первых шагов – этот слет. В столицу приехали 200 человек. Это будущие выпускники школ, классные руководители, директора и кураторы педагогических вузов. Сейчас в республике созданы 180 классов психолого-педагогической направленности для того, чтобы выпускники уже в школьные годы выбирали профессию педагога. В них сейчас учатся свыше 3500 старшеклассников.
мы должны привлечь молодежь к педагогической профессии. Потому что педвузы ежегодно мы принимаем детей и по целевому обучению, и на бюджетные места. Но, тем не менее, вы знаете, нехватку учителей мы ощущаем. Обращаемся к молодежи, чтобы молодежь по призванию, по желанию, с удовольствием, чтобы они занимались в профильных классах в школах республики, а затем этот же набор, эти же абитуриенты, скажем, чтобы они пришли на эти педспециальности. Мне кажется, эта идея очень интересная, потому что ученики, когда ходят на занятия, они уже представляют себя студентами, им нравится чувствовать себя более взрослыми, они серьезнее подходят к учебе, они участвуют там в защите проектов. Поэтому этот слет, где они увидели, что есть такие же во всей республике. Педагогический класс для нас это что-то новое, уникальное. Нам крупно повезло, что мы попали именно в этот поток. Для меня профессия педагога всегда была очень отважной и серьезной. Именно поэтому я пойду в эту деятельность. Сегодня в Казани стартовала продажа билетов на Международный Нуриевский фестиваль. В этом году он посвящен 85-летию со дня рождения великого танцовщика Рудольфа Нуриева. Откроется фестиваль 12 мая балетом «Спящая красавица». Главная партия у Кристины Андреевой. В афише фестиваля 12 постановок. Среди них знаменитая Анна Каренина. Ее представят артисты Большого театра из Беларуси. Нуриевский фестиваль завершится гала-концертами 29 и 30 мая. Самый замечательный фестиваль, нам очень нравится. Вот 1,5 часа простояли в очереди, билетов уже нет. С 10 часов написано в интернете, что продается, но мы пораньше вот достали. Самый лучший гала-концерт на 30 число. Мы очень рады. Билеты купить на это мероприятие достаточно сложно. Стараюсь посещать каждый год. Очень люблю это мероприятие. Знаковое мероприятие, праздничное. Чем этот фестиваль? Тем, что, во-первых, он пройдет в год 85-летия со дня рождения Рудольфа Нуриева. Во-вторых, мы ожидаем в этот раз просто наплыв высококлассных, именитых танцовщиков нашей страны. Пока это все, о чем мы успели вам рассказать. С погодой на завтра вас познакомит моя коллега Аделина Зарифова. Передаю слово ей, а я с вами прощаюсь. Хорошего вечера. Дум РТ Хадж. Важное событие в вашей жизни стало еще ближе. Комфортные условия поездок и проживания, выгодные цены, опытные руководители, медицинское сопровождение и незабываемый хадж ради довольства Всевышнего. Телефон в Казани 8 800 555 92 10. Дум РТ Хадж. Здравствуйте! На погодные процессы в Татарстане начал оказывать влияние антициклон, и предстоящей ночью температура понизится. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки в Бугульме, Бавлах и Азнакаево осадки не ожидаются. Облачность сохранится. Ночью ожидается от 0 до -1, днем до +6. Прохладная ночь ожидается в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Температура понизится до -1, днем без осадков и около 7 тепла. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши переменная облачность и без осадков. Температура ночью опустится до 3 градусов со знаком минус, днем до +7. В Арске, Кукмаре и Балтаси осадки маловероятны. В ночные часы температура понизится до 2 градусов мороза. В дневные часы воздух прогреется до 8 градусов со знаком плюс, ветрено. В Болгаре, Дрожжаном и Буинске в ночные часы ожидается около 0. Днем до 8 градусов тепла, без осадков. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше осадки не прогнозируются. Ожидается ночью до 1 градуса мороза, а днем до 8 градусов выше 0. В четверг ветер усилится, к вечеру вновь ожидаются осадки. Температура повысится. В Казани предстоящей ночью температура понизится до 1 градуса тепла. Днем тепло. Ожидается около 8 градусов выше 0, без осадков. Ветер восточный порывистый. Атмосферное давление повысится. 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%. Магнитное поле Земли спокойное.
Несмотря на то, что ночи все еще прохладные, с каждым днем становится все теплее и солнечнее. Природа преображается на глазах. Земля наконец проснулась от зимнего сна. Пусть и ваше настроение будет радостным, а мысли самыми светлыми. В студии была Аделина Зарифова. Следите за нашими прогнозами. До встречи!